Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Мы начали книгу имама Захаби, проверенный вариант, Аль-Кабаир, большие грехи. Имам Захабиның зур гынахлар турында китабын башлаган идек, һәм 16-нчы гынахка җиттек. Дошли до 16-го греха. Шахадату зур. Шахадату зур. Шахада — свидетельствование. Шахадат китеру. И зур. Зур тугель. Батыль. Ялган. Ложное. Ложное слово или дело больше используется как для лжи. Ялган сүзгә кулланыла зур дигән. Зур сүзе используется для обозначения лжи, ложь. Ялган. И Аллах Та'аля, восхваляя своих рабов, Айбадур Рахман, в суре Фуркан, Аллах Та'аля упомянул несколько качеств верующих. И сказал: «Валлазина ла яшхадуна зура ва идha марру биллагви марру кирама». «Валлазина ла яшхадуна зура ва идha марру биллагви марру кирама». И когда они свидетельствуют греховное, и когда «Валлазина ла яшхадуна зура», и они не свидетельствуют греховное. Вот это слово «яшхадун», «шахадат», китеру, свидетельствование, шахада, можно перевести двояко. То есть два перевода есть, два тафсира есть на это слово. И оба правильные, То есть не надо тут выбирать правильно, неправильно, оба правильные, и оба соответствуют смыслу Корана. Можно перевести «Валлазина ля яшхадуна зура», который не свидетельствует ложью, а можно перевести слово «шахада» «присутствовать», которые не присутствуют, где совершается ложное. И тут или подразумевается то, что «аннахум ля яхдуруна махадир аль-батиль», то, что они не присутствуют в местах, где совершается батиль, в тех местах, которые присутствовали мушрики, многобожники, как места харамных забав, где поются песни, где говорится гайбат, где проводятся праздники и игры многобожников, они в этих местах не присутствуют. Потому что это все противоречит шариату. И они не хотят быть в числе тех. Потому что есть указание на то, что есть устрашение от Аллаха. То, что если Аллах захочет наказать, бірәр халықны газап итәсе килсә, Он отправит наказание гумуман, в общем, гумуман газап бирәшек. Яхзунил джейш аль-Кааба. Перед судным днем войско пойдет войной на Каабу, разрушить. فَإِذَا كَانَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, когда они будут на ровном месте, то есть где нету гор, где нету рек, ничего, ровное место. يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ, они провалятся под землю, все войско. И Аиша спрашивает: «О посланник Аллаха, как так провалятся все люди? Там же есть асвакухум ваман лейса минхум». Есть люди, которых они пригнали, которых насильственно привели, которые к ним не относятся, потому что они проходили рядом с ними. Или по другой цели были с этим войском. Но, например, не хотели они разрушить Каабу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Юхсафу би ауалихим ва ахрихим, сумма юбаатуна аля ниятихим». Провалятся они от начала и до конца, от первого до последнего, но будут воскрешены по ниятам. Ният ке караб.
То есть это устрашение есть. Мында куркыту бар. Яғни гынах кылучылар белән бергә булмагыз. Не будьте с теми, кто совершает грехи. Вместе. Рядом. Старайтесь избегать этих мест. Мест, где ослушаются Аллаха. Место, где разговаривают про гайбят. Где сплетничают, где клевещут. Где совершаются праздники многобожников. Фурқанның соңғы аятларында қарағасың да табасыз. Соңғы битінде. Түгел итеп исендә түгел. Это первый смысл. То есть они не бывают в этом. А второй смысл? Они не свидетельствуют свидетельство, в котором есть ложь. Не говорят ложь и не дают свидетельства лживые. И в некоторых асарах этот асар, есть хадис, это обычно говорят про слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят хадис, а про слова сподвижников, слова табиинов обычно говорят асар. Асар. По-татарски тоже такое слово есть. Асар. Вот. В некоторых асарах, и это, как я посмотрел, от Абдулла ибн Масуда приходят. Удилят шахадату зурби ишраки биллах. Было приравнено лживое свидетельство или свидетельство ложью к многобожию, к приравниванию Аллаху сотоварища. Где? В аяте Аллах Тааля говорит: «Фаджитанибу риджса миналь аутани ваджитанибу кауля зур». И остерегайтесь идолов. Риджса миналь аусан. Риджс — нечистота. Наджс. Да, магнавый имеется в виду, смысловой наджс. То есть Аллах Субхану Тааля назвал тут идолы, назвал наджсом, нечистотой. Но это, естественно, не физический, а какой? Смысловой наджс. И остерегайтесь лживого слова. Остерегайтесь идолов, не приближайтесь. То есть не приближайтесь к многобожию. Не совершайте причин, ведущих к многобожию. Не просто совершение многобожия запрещено, а также стараться, верующий должен закрывать дороги, закрывать юллар ябарга, которые ведут к многобожию. Садду зарая. Правило такое есть. Основа такая есть в фикхе. То есть что-то может быть мубахом, что-то может быть разрешенным, но иногда это запрещают не потому, что оно само по себе запретное, а потому что оно приводит в данной ситуации бухальда у китаря нерсаге гунахка, приводит к греху или приводит к многобожию. Смотрите, дальше, вот аят. Сура А'раф, 33 аят. «Куль иннама харрама рабби аль-фавахиша, ма захара минха ва ма батан, валь исма, валь багья, бигайри аль-хак, ва ан тушрику биллахи ма лам юназзил бихи султана, ва ан такулу аля Аллахи ма ла та'ламун». Аллах Субхану Тааля сказал: скажи, запретил Аллах, запретил мой Господь аль-фавахиш, мерзкие грехи. То есть есть грехи, а есть которые даже будучи неверующим, ты будешь считать это грехом. Фавахиш называется, мерзкое дело.
явные из них и тайные, и скрытые. Валь исма, и греховное, грех. Валь багья бигайриль хак, и притеснение или переход границы без права. Хаксас ранжиту. То есть идет Аллах Субхану ва Тааля, упоминает грехи в последовательности. Начал с одного и выше. И потом вот фахиша, потом идет притеснение, зулем делать. Ва антушрику биллях, предавать Аллаху сотоварища, ширк делать, да? Шлайма? И что еще выше может этого быть? Ва антакулу аля Аллахи ма ла та'лямун, и говорить о Аллахе того, что не знаешь. Ширк – это уже все совершенный, так же? А выше этого, более шире этого является говорить о Аллахе то, что не знаешь, или говорить о религии Аллаха. Потому что это приведет к куфру, это приведет к ширку, это приведет ко всем остальным грехам. Поэтому опасно говорить о религии. Я думаю, особенно в вопросах убеждения, акида, я думаю, я считаю, что это так, вот, не основываясь на хадисе. Ладно, это если основываясь на хадисе, аяте, это еще как-то можно принять. Но когда человек от себя говорит, я думаю, так будет, я думаю, это так будет, я слышал, кто-то так сказал и так далее. Вот этого надо остерегаться. Аллах Субхану ва Тааля это запретил. И поставил выше ширка. Потому что это приводит обязательно к ширку. Это приводит к искажению в религии. Ширк, он уже явен. А это что? Сомнительный, который приведет многих людей. Да. Ва антакулу аля Аллахи ма ла та'лямун, говорите о Аллахе то, что вы не знаете, то, что на чего нету доказательства. И когда человек говорит то, что нету на что доказательства, он может, да, есть какой-то процент, есть какая-то возможность, то, что его слова совпадет истине. Но в большинстве случаев это что бывает? Ложью, неправдой, да. И тут вот Аллах Субхану ва Тааля фаджитанибу риджса миналь аусани ваджитанибу кауля зур, сура Хадж, 30-м аяте. Аллах Субхану ва Тааля после ширка сказал, и после ширка остерегайтесь ложного слова. Тут не свидетельство только уже говорится, а слово. Есть свидетельство, это конкретный случай, а слово это кинрак марне. Сус, ялган сус. Ваджитанибу не сказал не говорите. Не говорите, это одно. Остерегайтесь, это другое. Когда говорится иджтанибу якан килмагас, не приближайтесь, обходите стороной, это значит не вставайте на пути, которые приведут вас к этому. Даже не совершайте причин, которые могут привести вас ялганга, к ложному слову. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалям, это сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям: инна сидка яхди иляль бир, тугралак, правдивость или правда, яхди иляль бир, ведет к благочестию. Тугралак изгалякка ильта. Ва инналь бирра яхди иляль джанна. А изгалек, благочестие, ведет в рай. И не перестанет человек говорить правду, пока не запишется у Аллаха правдивым. Это что означает?
Это означает, что человек, смотрите, человек сказал правду, второй раз сказал правду, третий раз сказал правду, и он приобретает качество. Сифат килипшаван. И вот так можно приобрести любое качество, вне зависимости от возраста. Человек может говорить: я скупой, я нетерпеливый, я горделивый и так далее. Но это все можно исправить. То есть это было. Если бы невозможно было бы исправить, тогда зачем надо было бы эти аяты, эти хадисы, в котором Аллах Субхану ва Тааля побуждает пейгамбарыбыз шақырашылай бет? Если нельзя исправить характер, зачем тогда? Это было бы просто игрой тогда. Но Коран, слова Аллаха, слова пророка — это не игра, швайбет. Значит, это возможно исправить. А что надо делать? Начать надо. Да, 1 шаг, 2 шага, 3 шага, 4 шага. Пока ты не начнешь это делать постоянно. Пока гадатыня корми, пока не зайдет в твою привычку. А когда зайдет в твою привычку, оно станет твоим качеством. Вот человек начал стараться говорить только правду, пока это не стало его качеством, и это приведет к его краю. И ложь ведет к греховному. Ложь порождает греховное. И греховное ведет к огню, джаханнаму туна. И не перестанет человек говорить греховное, пока не запишется у Аллаха кадзабан, лжецом. То есть то же самое приобрел. И так любое качество. Сабрлак, хочешь терпеливым стать, значит, надо это в привычку вводить. Когда в привычку войдет, через какое-то время оно станет твоим качеством, твоим характером. Дальше имам Захаби приводит хадис. Сабит говорит, Сабит достоверный, однако хадис недостоверный. Упомяну его, и не сойдут с места, не сдвинутся с места ноги свидетельствующего ложью в судный день, пока не станет обязательным ему огонь. То есть пока джаханнамге кирме, его ноги не сдвинутся с места. Хадис слабый. То есть мы его не будем разбирать. И имам Захаби говорит, свидетельство, кто свидетельствовал ложью, дал ложные свидетельства, он сделал несколько больших грехов. Совершил несколько больших грехов. Вроде бы сделал одно действие, но вместе с этим, что вред, который он принес, не один, а много. И поэтому греховности в этом больше. Первое — это ложь. Первый грех, который он совершил, бірінші оның ясаған гынах ялган шахадат китергенде. Когда он ложное свидетельство привел, первый совершенный им грех — это ложь. Аллах говорит: «Инна Аллаха ля яхди ман хуа мусрифун кадзаб». Аллах не ведет прямым путем тех, кто является мусриф. Мусриф, кто такой? Исраф сузе. Знаете, да, есть? Исраф. Мусриф, исраф — это когда что-то переходит границы привычного. Вот граница, шикляр, к которому привыкли. И вот когда вот переходит этого границы, это называется что?
исраф, а тот, кто совершает мусриф. Тут имеется в виду исраф, чрезмерность во лжи. И поэтому многие объяснили это слово как ширк. Потому что чрезмерность во лжи это куфр и ширк. Кадзаб. Много кто говорит ложь. Аллах не ведет тех, кто является мусрифом в своих словах, переходит границы в своих словах и является кадзабом, является лжецом. Кадзаб не кязиб говорится. Кязиб это кто сказал ложь. Кадзаб это кто много говорит ложь. Аллах Тааля говорит: «Иннама яфтари аль-казиба алладина ля ю'минуна би аяти Аллахи ва улайка хумуль казибун». Поистине излагают ложь, ялган сөйлейлер, ялган уйлап чыгаралар, выдумывают ложь. Те, которые не верят в знамение Аллаха, и являются они лжецами. Хадис приходит, это более правильно, это не слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а слова его сподвижников Абу Саад ибн Аби Ваккаса и Абдулла ибн Масуда. «Ютба'уль му'мину аля кулли шейн лейса л-хияна валь-кадиб». Верующему присуще любой характер, кроме предательства, хиянат и лжи, ложь. То есть мусульманин, верующий, любой может быть, любое качество. Или даже говорится тут ютба, может рождаться с любым качеством человека. Два смысла такого есть. Смысл есть. Юхляк, то есть рождается с любым качеством, или присущим, то есть может приобрести любое качество, кроме что? Хиянат, хияна, предательство, когда не выполняет обещанное, когда не стоит, не держит слова. Валь-казиб и ложь. Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, в своей книге Зад аль-Ма'ад говорит: ложь и иман, ялган хам иман bir йөрәктә җыелмас. Не будут вместе в сердце ложь и вера. Ложь и иман не могут быть в сердце. Если одно из них присутствует, то оно вытесняет другого. Если одно из них присутствует, оно вытесняет другое. То есть, если есть ложь, в сердце взошла, она будет вытеснять иман. Если иман будет, то есть они не могут вместе что? Сосуществовать. Это основываясь на вот эти хадисы. Это вот первое. То есть ялган шахадат китерген кеше. Это он сказал ложное, что запретно. Основа это запрещено. Второе: аннаху залама аллази шахада алейхи хатта ухиза би шахадати малиху ва ардуху ва рухуху. То, что он притеснил, отнесся несправедливо, против которого он свидетельствовал. Человеку, против которого он свидетельствовал. Он свидетельствовал, то есть свидетельствует за какого-то человека и свидетельствует против какого-то человека. И когда ты свидетельствуешь, ты всегда или сразу же свидетельствуешь за кого-то и свидетельствуешь против кого-то. Сразу, одновременно. И вот он причинил зулем, несправедливость тому, против кого он свидетельствовал. Так как посредством его шахад, посредством его свидетельства у того или забрали его имущество, или забрали его честь, опорочили, или забрали его душу, то есть убили. Разные бывают ситуации, так же?
То есть первое это была ложь, которую грех он совершил. Второе это что? Шахадат, кімге қарсы шахадат қылды, ол кішіні ренжіткен була. Һәм аның шахадаты белән малы, намусы һәм рухы алынырга мөмкин. Третье, он отнесся несправедливо по отношению к тому, за кого свидетельствовал. Как? Понятно тому, против кого швабит? Это понятно, вот он против кого-то свидетельствовал, и у того это или оштрафовали там, или еще что-то сделали, опорочили, или вообще убили. Это понятно, что как он отнесся к нему несправедливости. А как же он отнесся несправедливостью тому, за кого свидетельствовал? Еще какие-то планы ренджитте. Посредством того, что он помог ему взять харам мал. Харам малны алырга ярдәм итте. Харам малны аңа алып килеп бирде. Дал ему запретное имущество. Потому что тот только из-за его свидетельства получил вот это запрещенное. А Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям нәрсә дип әйтте? Унсар ахака залиман ау мазлуман. Помоги своему брату, будь он притесняющим или притесненным. Рәнҗетелгән яки рәнҗүше кардәшеңә ярдәм ит. Притесняющим это тот, кто притесняет чье-то имущество, чье-то право забирает. Без права на это. Что-то забирает, то есть притесняет. Что-то забирает без права на это. Забирает или имущество, или забирает честь, или забирает душу, кровь, так скажем. То есть по его причине человек умирает, или человек заболевает, или человек бедным становится, или еще что-то, или еще что-то. И сподвижники сказали: мы понимаем, как помочь притесненному. Рәнҗетелгән кешегә ярдәм итүне беләбез. А как мы поможем притесняющему? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: схвати его за его руку. Кулыннан тот. Не дай ему совершить это. И это будет помощь тебе, твоя ему. Не дай совершить ему это. И вот так ты поможешь притесняющему. И пророк, и вот это было третье, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто, когда судил, хукм иткенде, говорил такие слова: «Ман кадайту лаху мин мали ахихи бигайри хак, ла яхузху, фа иннама актау лаху кит'ата минан нар». Если кому-то я отдал имущество его брата без права на это, то есть судил, он человеком являлся, и он говорит: вы приходите ко мне, и у кого-то может быть язык красивее, то есть лучше изъясняется, и он может быть несправедливым. А тот, у кого отнимают имущество, он не может изъясняться, например, и не может хорошо объяснить ситуацию, а тот пользуется этим. И говорит, и судья не всегда это может понять, шлайбет, потому что кэшет человек, он не знает сокровенное. И если я, говорит, кому-то решил отдать имущество его брата без права, пускай не берет его. Әгәр дә хөкем иткән беләсәң, һәм син беләсәң, син нәрсә? Хаксыз алганын, то, что ты это берешь без права. Поистине я ему
отделяю кусочек ада. Как будто бы я ему отдал, жаханнам кисяган, берген саман булам дейді. Он человек, он про свою человечность говорит. Кашелеган говорит, вы приходите ко мне, судитесь, но бывает так, что я могу кому-то без права отдать, поэтому пускай не берет его, если он знает это, понимает это. Этим я ему даю нарса кусочек ада, кусок ада. Это было третье. То есть первое, он солгал. Второе, притеснил, помог притесняющему. Помог, то есть притеснил притесненного. Второе, помог притесняющему. Зулим сделал притесняющему. То есть в обоих случаях, во втором и в третьем, совершил несправедливость по отношению к притесненному и совершил несправедливость по отношению к притесняющему. Да. Притесненному тем, что не помог ему, а притесняющему тем, что помог ему в притеснении. И четвертое, то, что он совершает, это то, что он сделал дозволенным себе то, что запретил Аллах. И то имущество, ту кровь и ту честь, которую Аллах обязал хранить мусульманину. То есть не только свою честь, свое имущество и свою кровь должен мусульман хранить, но также и других мусульман. А он сделал этим, это то, что запретил Аллах, он сделал что? Разрешенным. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тахасаду, ва ла танаджашу, ва ла табагаду, ва ла тадабару, ва ла яби'у ба'дукум аля бай'и ба'д, ва куну ибадаллахи ихвана». المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: لا تحاسدوا. Хасад, не завидуйте друг друга. ولا تناجشوا. И во время ставок не ставьте лживые ставки. То есть во время ставок может быть человек стоять специально, который что? Вот продается что-то с ставками. Кто предложит больше? Есть же такая торговля. И какой-то специальный человек стоит, и я за столько куплю, чтобы или помочь продавцу, или чтобы например, у него вражда с каким-нибудь покупающим человеком, покупателем. Вот, и говорит: валя танаджашу, не делайте так. Если вы хотите по правде купить, то ставьте. Если не хотите купить, то не ставьте ставки. Валя табагаду. И не гневайтесь друг на друга. Валя тадабару, то есть и не враждуйтесь друг с другом. Валя тадабару, и не поворачивайтесь друг к другу спиной. То есть разозлились, разгневались, появилась вражда, и каждый раз, когда встречают, ни приветствия, ни саляма, не улыбки, а что поворачиваются сразу друг к другу спинами. И не поворачивайтесь друг к другу спинами. «Валя яби'у ба'дукум аля бай'и ба'д». И пускай один из вас не перебивает торговлю другого. То есть ты уже сказал: вот я тебе продаю, согласились уже на цену. И тут один быстрее вбегает в магазин, говорит: давай я тебе за столько продам, подешевле, отдай ему. Это что? Не разрешается. Да, не перебивайте друг друга торговлю, если они уже договорились. «Вакуну ибад Аллахи ихвана», и будьте, о рабы Аллаха, братьями. «Аль-муслиму аху муслим», и мусульманин является братом мусульманина. «Ля язлимуху», он не притесняет его. «Ренджитмиона», «ля яхдулюху», не оставляет его без помощи. Когда один мусульманин нуждается в помощи, он и что? Указывает ему: ярдамите. Аллаху фил ауни аль-абди ма кана аль-абду фи ауни ахихи. И Аллах будет помогать своему рабу, пока раб помогает своему брату.
Хадис. И Аллах будет помогать своему рабу, пока раб помогает своему брату. Валя яхкируху, и не пренебрегает им. Не пренебрегает своим братом. Не считает его низким. Ат-таква хахуна. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и богобоязненность вот здесь она. Отсюда исходит. То есть сначала сердце надо исправлять. Если сердце исправится, то исправятся и дела. Аля ва инна фил джасади мудгатун. Мудгатан. Поистине в теле есть кусочек плоти. Если оно будет правильным, то все тело будет правильным. Если оно испортится, то все тело испортится. И это сердце. И так 3 раза показал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Богобоязненность здесь, богобоязненность здесь, богобоязненность здесь. И достаточно человеку зла или греха, если он пренебрегает своим братом. То есть показывает гордость перед ним, считает себя лучше, чем он. Достаточно греха. Джаханнамга кирге. Куллю муслимин аля муслимин харамун. И каждый мусульманин для мусульманина харам. Его кровь, его имущество и честь, намус. И последний хадис в этой главе. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: "Аля унаббикум би акбари кабаир, би акбарил кабаир". Не сообщить ли мне вам о наивеличайших грехах? То есть не больших грехах, а какие? Наибольшие грехи. То есть из больших грехов, которые являются самыми большими. Первый, аль-ишраку биллях. Приравнивать к Аллаху кого-либо. Ширк, многобожье. Второе, укукуль валидейн. Послушание родителей. И Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ятуб тарайда, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям в это время лежал, когда говорил эти слова, и потом встал, сел. Показывает, что сейчас будет очень что-то важное. Аля ва каулю зур. И лживое слово. Лживое свидетельство в некоторых риваятах приходит. И лживое, и в некоторых приходит и лживое слово, и лживое свидетельство, и лживое слово, и лживое свидетельство, и лживое слово, и лживое свидетельство. И не переставал он так говорить, пока сподвижники не сказали: о, если бы он замолчал. То есть не то, что не хотели его слова слышать, а как это, сострадая ему. То есть так долго говорил, указывая на то, что это очень большая вещь, и очень к многим смутам приводит, к многим грехам приводит, к многим проблемам приводит. Что? Лживое слово – это шире понятие, и лживое свидетельство – это поуже понятие. Свидетельство – это при судье, а лживое слово – это в общем. Как мы сказали, лживое слово Аллах субхану тааля даже после ширка поставил, потому что лживое слово обычно по причине этого ширк появился, килипшакта. По причине этого куфр появился, по причине этого неверие получилось, многобожие появилось, другие грехи, другие неправильные убеждения и так далее. Всему была причина лживое слово. И многие люди
были притеснены по причине лживого свидетельства. Человек захотел получить какую-то долю в этом мире, хотел наказать какого-то своего врага, хотел получить какую-то известность, и пошел и ложное свидетельство дал. Но по причине этого совершил, как мы сказали, сколько грехов? 4 греха как минимум. А там еще, может, к чему оно приводит? Также к многим вещам, может, еще хуже последствий может привести это. Это мы так в общем только еще сказали. Поэтому это очень и очень опасные вещи, и то, чему верующий должен уделять внимание, то, что в словах его должна в общем быть тугар сузвер, правильные слова, правильная речь, правда. На следующий урок, 17-й грех, луват, мужеловство. Он надо, да? Будет. Субханакаллахумма бихамдик.